Всем привет, с вами Юлия Ульянова. Я сегодня предлагаю вам с вами обсудить книгу Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд». Название такое своеобразное, и это далеко не первая книга, которая всплывает в голове, когда мы говорим о Германе Гессе. Потому что Герман Гессе ассоциируется прежде всего со «Степным волком» и «Игрой в бисер». Но эти произведения я уже читала, и когда мне снова захотелось ощутить то магическое влияние, которое на меня производит письмо Германа Гессе, мне пришлось искать что-то новенькое. Книга «Нарцисс и Гольдмунд» привлекла меня не только своеобразным названием, но и описанием. По описанию книга должна напоминать «Игру в бисер», и поначалу так оно и есть. Все начинается в монастыре, куда приезжает мальчик для того, чтобы учиться. Но на самом деле книга совсем о другом. Книга о науке, о искусстве, о двух разных складах ума. Предметы частых шуточек в интернете, чем отличаются технари и гуманитарии. Книга на самом деле великолепная и по стилю письма, который очень нежный, тонкий, убаюкивающий. И несмотря на то, что сейчас прошло какое-то время с момента того, как я прочитала эту книжку, я до сих пор помню какие-то картинки, какие-то моменты. То есть Герман Гессе настолько образно все передает, что действительно в голове прокручивается кино, и эти картинки потом остаются. Германа Гессе очень легко читать, но тем не менее книга «Нарцисс и Гольдмунд», как и другие его книги, они полны философского смысла. Но это какая-то простая, даже может быть бытовая философия, которая будет понятна каждому. Возвращаясь к самому сюжету, монастырь Мариаброн — это как раз то место, где все начинается, где встречаются Нарцисс и Гольдмунд. Это два имени. Нарцисс уже ученый и одаренный не по годам юноша, и Гольдмунд приезжает в этот монастырь, чтобы тоже стать таковым. Они проникаются симпатией к друг другу, и вот здесь переломный момент, когда книга перестает походить на игру в бисер. Нарцисс понимает душу Гольдмунда и понимает, что ему нельзя быть ученым, что он на самом деле артист, что он художник, человек творчества, и ему на самом деле в монастыре делать нечего, что его мозг видит мир совсем по-другому, что не вот эта вот сухость и заученные какие-то греческие глаголы ему нужны в жизни, а ему нужно творчество, и ему нужна жизнь в миру, там, где могут быть женщины, какие-то отношения. То, что Нарцисс для себя выбрал наоборот: жизнь в монастыре, постриг и уход от всего земного, именно погружение во что-то научное. Книга изобилует невероятно крутыми деталями, которые делают все правдоподобным. Гольдмунд хочет стать ученым, потому что у него подавлены воспоминания о его матери и о его прошлом. Это психологическая тема, которая в обществе, в принципе, часто встречается, когда человек подавляет свои инстинкты и желания, чтобы быть более угодным одному из родителей, либо обществу в целом. Гольдмунд освобождается, он сбегает из монастыря и начинает бродяжничать. Но здесь тоже интересный психологический момент. Все-таки Гольдмунд благородного происхождения, он получил хорошее образование на тот момент, на момент, когда ему исполнилось 18 лет. И мне кажется, именно вот это удерживает его от полного скатывания и превращения в мега-бродягу, образ которого также в книге появляется. Это бродяга Виктор, которого Гольдмунд убивает. И здесь тоже я вижу некоторый символизм. То есть это момент, когда Гольдмунд мог стать вот таким вот пронырливым бродягой, который уже перестал видеть какую-то красоту в мире, ради которой, в общем-то, Гольдмунд и ушел из стен монастыря. И наш благородный юноша следует своему инстинкту спасти свою жизнь. И в момент смерти Виктора Гольдмунд не только спасает свою жизнь, но и, как мне кажется, свою душу. Отдельный момент в книге — это образ Казановы. Насколько важно было Гольдмунду иметь связь со своей матерью и с природой, с женским началом, но у него не было никакого примера, как вообще могут взаимодействия между женщиной и мужчиной в семье складываться, поэтому он перекатывался из одного места в другое, искал образ своей матери и через других женщин в том числе пытался его найти. Проходит много лет, в течение которых Гольдмунд жил своими инстинктами, и на самом деле к середине книги теряется понимание, куда же клонит автор. Там какие-то соблазнения, какие-то такие подробности, к чему же придет в итоге Гольдмунд. И постепенно автор подводит нас к идее творчества, и я уже ближе к концу книги начинаю понимать, что все это начало, вся эта середина, вот эта его разгульная жизнь, то, что он делал, это было очень важно в становлении Гольдмунда как художника. То, что помимо страсти к бродяжничеству, к женщинам, у него была невероятная страсть к искусству, к тому, чтобы что-то создавать и перенести те образы, которые были внутри него, куда-то на бумагу, либо в дерево, ну, то есть сделать какую-то скульптуру, сделать что-то своими руками, чтобы показать то, что у него есть. Его жизненный опыт, его возможность взглянуть на что-то под другим углом. Потому что за время своих странствований он действительно видел очень много, и смерть, чуму, убийства, какие-то обманы, и момент его перерождения, когда его собираются казнить. И несмотря на всю эту философскую составляющую, которую можно еще много и долго расчленять на какие-то кусочки, чтобы увидеть какие-то закономерности, какие-то красивости и некрасивости и в психике человека, и вообще в жизни, в книге все-таки сохраняется и интрига. Встретится ли снова Нарцисс и Гольдмунд? Мы много знаем о Гольдмунде, о его жизни, но мы мало знаем о Нарциссе.
нарциссе. И, возможно, Гольдмунд умрет, и вот тот момент, когда его приговорили к смерти, я думала, что да, возможно, прямо сейчас он умрет, и вот что же он думает перед смертью, как он соотносит себя и нарцисса, о котором он все это время помнил и которого где-то в душе любил. И вот здесь происходит очень закономерная вещь именно для Германа Гессе и для философской составляющей. Где-то 3/4 книги он нас вел, нам что-то показывал, рассказывал для того, чтобы мы поняли его финальный вывод. Мне кажется, что вообще вся книга писалась именно для финальных слов нарцисса, именно для того, какой он сделал вывод. И это вывод о ценности инстинктов в жизни человека, о том, что должны быть эмоции и чувства, несмотря на мнение, что существуют технари, а существуют гуманитарии, и они никак не пересекаются. И этот извечный спор, стоит ли поддаваться чувствам и эмоциям, если они очень часто приводят к смертельным результатам. И в конце книги перед нами две жизни, и несмотря на то, что умирает из них только один, он догорает как спичка, он прожил какую-то более короткую, в чем-то более уродливую, полную эмоций, инстинктов и творчества жизнь. Другой продолжает жить, но смысла в том, чтобы смотреть на его жизнь, уже действительно нет. И на самом деле мы все время смотрели на жизнь Гольдмунда, где хотя бы что-то происходило, что-то менялось. Но все-таки все это переживалось, чувствовалось и проживалось для того, чтобы вынести одну простую идею, которую как более интеллектуальный товарищ выносит как раз-таки нарцисс. В человеке есть инстинкты и эмоции, которые он может подавлять для того, чтобы прожить более благородную, более интеллектуальную и духовную жизнь. И в социуме, в обществе он более ценный, его все уважают, и он может влиять на достаточно большое количество людей, как, например, нарцисс, будучи настоятелем монастыря, он общается и с властью, и с какими-то послушниками, разруливает какие-то моменты, помогает людям, в то время как человек, который полностью отдался своим инстинктам, иногда у него даже отсутствовало малейшее представление, понимание, зачем он это делает. У него не было необходимости подумать, а зачем, а каким результатом меня это приведет. Ветер подул, он убежал, его куда-то потащила его эмоция, его инстинкт. При этом он также создает что-то, что влияет на людей, на их эмоциональную составляющую. Когда человек видит какую-то красивую статую, какой-то красивый рисунок, ему это приятно, и он что-то чувствует, в нем пробуждаются эмоции и чувства. И Герман Гессе показывает равную важность и того, и другого, интеллектуального и чувственного подхода в жизни. Гессе очень честно показывает историю человека, который отдался своим инстинктам, который отказался думать. К концу жизни у Гольдмунда были идеальные условия. У него был опыт, у него было ремесло, было умение что-то делать и даже возможность передать это кому-то, то есть сделать какие-то большие прекрасные вещи и как-то украсить этот мир. И он опять же от них отказывается в угоду своим каким-то инстинктам, и он очень низко ценит свою жизнь. И я думаю, что если опять же здесь какой-то психологический аспект, тот момент, что у него не было матери и не было полноценной семьи, отец воспитывал тоже его в состоянии отторжения и нелюбви, поэтому он очень низко ценил свою жизнь и решил с ней закончить, как только его отвергла женщина. Женщина — это образ матери, он все время искал мать в природе, в других женщинах, пытался найти ее в самом себе, но как только некий образ матери его отверг, он понял, что он там больше не нужен, и в принципе то, что он отказался помочь своему здоровью, это и было некоторое самоубийство. А что же нарцисс? Он выбрал жизнь взаперти, жизнь интеллектуальную и духовную. При этом у него была открыта дверца для чего-то творческого, для чего-то душевного, а не духовного. Вот, кстати, в этой книге Герман Гессе очень крутую мысль такую высказывает, что есть люди, которые просто очарованы религией, у них нет настоящей веры, но им нравится, как происходит служба в церкви, как нужно зажигать свечки, куда-то ставить, и вот иконы какие красивые. И вот они так любят все вот это связанное с церковью, что им кажется, что они высокодуховные люди. При этом главные заповеди доброжелательности, хорошо отношение к другому человеку и прощения они очень часто нарушают. И возвращаясь к нарциссу, он был настолько интеллектуален, что он мог понять искусство, не только понять, но его почувствовать. И в конце жизни Гольдмунда он понимает, что Гольдмунд как раз был для него вот этой дверцей в искусство, из-за которой он мог в себе еще чувствовать вот это чувство любви. Любви к человеку, любви к жизни, любви к искусству. И вот здесь у читателя, как мне кажется, целых 3 дорожки, по которым он может пойти. Во-первых, он может решить, что жизнь Гольдмунда, творчество, то, как вот он смог
смог пробудить эмоции в других людях, какую красоту он смог создать. Вот это самое клевое, ради этого стоило страдать и проживать вот эту жизнь. Второй возможный выбор — это то, что в жизни нарцисса можно поставить палец вверх. Действительно, он проживет долгую и прекрасную жизнь, заботясь о других людях, и в тепле, в достатке, и вообще в радости, без лишних потрясений. Ну и третий вывод, который на самом деле напрашивается у меня, это то, что все хорошо в меру. И если перегибать и в одну, и в другую сторону, то у человека будет все плохо либо на внешнем плане, либо на внутреннем. Здесь на внешнем и социальном уровне Гольдманда все плохо, он рано умирает, очень мало успевает создать за свою жизнь, достаточно редко он был счастлив. В то время как у нарцисса с социальной точки зрения все супер, но внутри как-то тоже грызет какой-то червячок, что чего-то он в этой жизни недопонял, где-то он чего-то упустил, и что-то все-таки он еще мог бы такое постичь, если бы не его выбор. В целом, я думаю, понятно, что в книге можно найти много тем для размышлений, философских подтекстов, поэтому прямо здесь я хочу поставить точечку. Сказать вам спасибо за то, что вы были со мной. Подпишитесь на мой канал, читайте хорошие книги, и мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!